Некогда шахтерский поселок, а сегодня просто микрорайон Советский Воркуты, наконец, расселен. Его жители переехали в центр города. Теперь вся необходимая инфраструктура у них, что называется, под рукой. Между тем, переселение из неперспективных поселков и пустующих домов в Заполярье продолжается. Ксения Лосева продолжит. Какой? Видите, какой весь? Все стены вон. Это съемка февраля 2020 года. Прогнившие коммуникации, грибок на стенах. В таких условиях Юрий Николаевич с женой жил в микрорайоне Советский Воркуты. Всего же в том доме обитали последний год 10 семей. И считалось, что это немало по меркам советского. 10-й дом – 1 семья, 12-й дом – 2 семьи, 16-й дом – 3 семьи, 7-й дом – 1, 2, 3 семьи. Существуем, а не живем. Горняцкий поселок Советский возник в 1964-м близ шахты Юньяга. 6 тысяч человек. И все, что определяло быт советского человека. От социальных объектов до ресторана. Но, как и другие некогда популярные золотые поселки Воркуты, Советский начал пустеть с закрытием здешней угольной шахты. В 2020-м здесь оставалось всего несколько десятков семей. По любому поводу им приходилось ездить за 14 километров в Воркуту. Магазинов у нас нет ни одного, аптеки нет, больницы нет, ничего нету. Ходит автобус 5 раз в день. В Советский еще чистят дорогу, ездит автобус, и в одном из домов даже есть тепло. Все для одного человека, который никак не подпишет документы на переселение. Пока продолжит работать и местная котельная, но не в полную силу, а только на обогрев Усинского водовода. Все остальные объекты отключены от коммуникаций. Уже бывшим жителям Советского, обратившимся в администрацию Воркуты, предоставлены равноценные по площади квартиры в городе. Для переселенцев пустующее на тот момент муниципальное жилье было предварительно отремонтировано, на что из республиканского бюджета Воркута получила 35 миллионов рублей в 2020 году. 38 квартир на сегодняшний день переселены, то есть оформлены договоры найма или оформлены документы на собственность. Значит, всего по программе мы должны отремонтировать были 87 квартир. На сегодняшний день фактически, по состоянию на 1 января, 65 квартир отремонтировано, и 22 квартиры будут до 22 января завершены ремонтные работы. Там недочеты устраняются. Из-за малонаселенности домов, районов и целых поселков в Заполярье страдают не только жители. Бюджет региона тратит на поддержание зданий, убыточных коммунальных объектов немалые средства. Но запущена программа по так называемому управляемому сжатию. На поселок Комсомольский, там еще живы 11 домов, уже выделена субсидия в 30 миллионов рублей. Следующий на очереди Заполярный. Продолжается переселение из цементно-заводского микрорайона. В Аргашоре и Северном жителей расселяют из опустевших домов в более обитаемые. Конечно, это серьезно будет такой вклад в части снижения нагрузки на бюджет города и в целом на республиканский бюджет. Действительно большой фонд пустующего муниципального жилья, более 5000 квартир. Действительно, практически финансирование, дотации идут с республиканского бюджета, потому что местный бюджет не в состоянии содержать такие расходы, оплачивать их. Это и ТТК, и капремонт, и начисления за отопление. Серьезная сумма, почти 600 миллионов. Практика расселения пустующих домов и поселков уже дала результаты. Экономию на содержание по некоторым поселкам до 26 миллионов в год. Ксения Лосева, Ольга Коняева, телеканал Юркан.